Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. На федеральной автодороге Колыма произошло ДТП с летальным исходом. Погибла ученица 11 класса, 17-летняя девушка. Две школьницы 2001 и 2000 годов рождения получили травмы. Школьницы возвращались домой с каникул и попали в ДТП. В момент происшествия никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. В результате ДТП 17-летняя девушка, сидевшая на переднем сиденье от полученных травм, скончалась на месте происшествия. Две ее одноклассницы получили различные травмы. Сам водитель, являющийся родным братом погибшей, не пострадал. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. Водительское удостоверение получил 6 лет тому назад. За последний год 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе трижды за превышение установленной скорости движения. Два несовершеннолетних пассажира пострадали в результате ДТП в центре Якутска. 4 апреля около 11 часов утра 29-летний водитель Nissan Almera при повороте налево не уступил дорогу автомашине Toyota Raxis. В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы пассажиры последнего 12 и 9 лет, которые в момент аварии находились на заднем пассажирском сидении без специальных ремней и получили ушибы. Оба водителя были трезвы, проводится административное расследование. В поселке Пеледу Юленского района произошел пожар в частном доме на улице Калинина. Есть пострадавший. Он получил ожоги первой и второй степени и обжог кистей рук. Мужчина доставлен в больницу. Также огнем повреждены пол, стена и потолок на общей площади 9 квадратных метров. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Кстати, как показывает статистика, с начала 2018 года в республике зарегистрировано 189 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 177. Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных электробытовыми приборами, называют перегрев предметов, расположенных вблизи электронагревательных приборов. Также продолжительное время находившиеся во включенном состоянии и оставленные без присмотра малолетние дети. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности. Будьте бдительны. Заместитель директора Нюрбинского реабилитационного центра для детей-инвалидов в октябре 2018 года фиктивно трудоустроила свою дочь в качестве санитарки, сообщает прокуратура. Трудоустроенная дочь обязанностей не выполняла, права на получение выплат по беременности и родам и уходу за ребенком не имела. Общий размер неправомерно зачисленных средств составил более 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. За перевод денег, перевод в тюрьму в Хангаласском районе 40-летний мужчина ошибся цифрами и вместо своего мобильного номера зарегистрировал чужой. Но узнал о совершенной ошибке только после кражи. В день происшествия подозреваемый находился в гостях у знакомого, с которым распивал алкогольные напитки. Когда хозяин заснул, мужчина заметил, что на телефон приятеля поступили СМС-уведомления о зачислении. Подозреваемый взял чужой смартфон и с помощью услуги «Мобильный банк» перевел на свой счет 5000 рублей. Теперь ему грозит срок до 5 лет. Кстати, о киберпреступлениях. Сегодня у нас в гостях начальник отделения по борьбе с мобильными мошенничествами Мударисов Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас происходит в Южной Якутии? Действительно ли так сильно выросло количество совершенных преступлений именно в сфере кибербезопасности? Да, действительно, в настоящий момент на территории республики наблюдается рост данного вида преступления. Только в Нерюнгринском районе на настоящий момент зарегистрировано 14 уголовных дел. Что важно помнить нашим дорогим жителям и чего стоит остерегаться, чтобы не стать жертвой мошенничества? Значит, хочу отметить, что подключиться к вашей банковской карте не составляет труда через онлайн-банк. Как это делается? Это делается просто. Вы диктуете номер своей банковской карты злоумышленнику. Злоумышленник через интернет-приложение, либо через интернет-сайт заходит по вашей банковской карте в онлайн-банк, кликает на кнопку «Забыли пароль», к вам приходит смс-сообщение с кодом подтверждения. Вы диктуете этот код подтверждения злоумышленнику, злоумышленник через этот код проникает в ваш онлайн-банк. Поэтому, соответственно, отсюда вывод: не надо диктовать данные своей банковской карты, а тем более
коды с СМС-подтверждением. Ни в коем случае. Второй момент – это когда идет заказ товара через сайты. Прежде чем заказать товар или прежде чем отправить денежные средства в сайт, необходимо проверить. Проверить сайт можно по отзывам в интернете, но опять же отзывы не дают стопроцентной гарантии о том, что ваш товар придет к вам. Поэтому необходимо все равно перепровериться, полную предоплату не отправлять. Сначала товар, потом деньги. На этом все. Берегите себя, своих близких и банковские карты.